К очередной годовщине со дня гибели летчика Сулумбека Асканова Министерство культуры Ингушетии объявило о начале флешмоба, в котором предлагает рассказать о подвиге первого героя России в стихах. Наш корреспондент Дана Плиева узнала подробности. Сулумбек Асканов о его подвиге ценой в жизнь без преувеличения знает почти каждый ингуш, как, впрочем, и о той самой дате – 7 февраля 1992 года, когда летчик-истребитель отправился в свой последний полет. В условиях плохой видимости Асканов потерял пространственную ориентировку, но сумел предотвратить падение самолета МиГ-29 на поселок Хворостянка в Липецкой области. Вот это и есть мужество. Это когда человек в опасной для себя ситуации думает о других. Вот для меня это настоящий герой. Я думаю, для каждого ингуша тоже. Не считая там и ту яркую жизнь, которую он прожил именно во славу своего Отечества, во славу своего народа в первую очередь, так как он является первым героем России, и тем самым он уже прославил свой народ, будучи ингушом. Специально к 29-й годовщине подвига первого героя России Минкульт региона запустил онлайн-флешмоб под названием «Стихи», посвященные подвигу Сулумбека Асканова. Принять участие в нем может и любой желающий. Нужно выложить видеоматериал, где они читают стихотворение, посвященное подвигу героя России Асканова Сулумбека. Все эти ролики Министерства культуры по хэштегам, которые участники будут указывать внизу ролика, будут отслеживать и размещать в своих социальных сетях и информационных ресурсах. Это не первый онлайн-флешмоб, запущенный Минкультом региона. В связи с ограничением массовых мероприятий из-за коронавирусной инфекции ведомство организовало немало онлайн-акций в прошедшем 2020-м. Это и «Окна Победы», приуроченные к Году памяти и славы, где участники отдавали дань уважения погибшим за Родину и украшали окна своих домов. Флешмоб к 250-летию объединения Ингушетии с Россией. Последняя онлайн-акция в уходящем году стала «Окна Нового года», где детишки также читали стихи к наступающему 2021-му. Мама елку нарядила, Дед Мороза покрасила. Да, что Дедушка Мороз, у тебя красивый нос. Всех благ, добра, тепла, удачи, здоровья, а к нему в придачу заряда бодрости и сил, чтобы год лишь счастье приносил. Из-за угрозы заражения коронавирусом массовые мероприятия запрещены, но культурная жизнь региона не должна быть парализована. И подобные мероприятия служат хорошей альтернативой, уверены в Минкульте республики. Был большой отклик среди желающих, особенно это касалось Года памяти и славы, 250-летия и Нового года. У нас где-то 500 роликов было посвящено именно Новому году. Все желающие могли убедиться и посмотреть все эти ролики у нас в социальных сетях. Онлайн-флешмоб, посвященный Сулумбеку Асканову, продлится до 8 февраля. Эта акция – лишний повод отдать дань уважения тому, кто как при жизни, так и после героической гибели остается образцом мужества, чести и достоинства. Дана Плиева, Хамзат Халухоев, Новости 24.